Итак, всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантье. И мы делаем расклад для дам на игральных картах на будущую недельку. Это с 5 по 11 октября. 3 варианта на выбор, как обычно. Камни, розовый кварц, горный хрусталь и зеленый нефрит. Привязывайтесь, пожалуйста, именно к своей интуиции. Только она нам здесь помощник и подсказчик. Только она работает в гаданиях онлайн, проверена на себе. Проверено, как говорится, на своем опыте. Не привязывайтесь к внешности, выбирайте интуитивно, как сложится ваша неделька. Если хочется послушать не один вариант, а больше, значит слушаем, сколько сегодня требует наше сердце, наша интуиция, и выбираем какой-то золотую середину, да, какое-то рациональное зерно в тех вариантах, которые прослушаете. И сегодня, значит, это будет для вас. Примеряйте на себя, примеряйте на свою жизненную ситуацию. Итак, я надеюсь, вы выбрали вариант. Я перехожу к первому. Итак, первый вариант. Смотрим вас. Дама бубновой партнером назначила короля трефового. Заходите вы в период с каким-то своим интересом к некой даме трефовой. Также у вас был разговор с дамой трефовой и некий червовый король. Кто это решать? Вам, если третье лицо в отношениях, то это может быть он. Если нет, это кто угодно, друг, брат, сват, коллега по работе, какой-нибудь сотрудник банка, магазина, сотрудник некого какого-нибудь, например, ресторана. В общем, он был к вам со своими любезностями, и был у вас с ним некий просто разговор. Также у нас червовый король собственной персоной, от него получаете какие-то новости, и был у вас с ним, видимо, какой-то важный разговор решающий, либо выясняли отношения, разговор, скандал. У каждого проиграется по-своему. Итак, дорогие мои, первый вариант. Смотрим вас. На сердце вы содержите некую трефовую даму, под сердцем интерес трефовой дамы. И сразу хочу сказать, что у нас в раскладке не выпал ваш партнер, король трефовый. То есть отношения с ним, если он, конечно, есть, на этой недельке выходит как-то на второй план, будете вы заниматься какими-то другими вопросами. Если его нет, ну, значит, вы выбрали свой вариант правильно, потому что, судя по всему, партнера в вашей жизни пока нет. В голове у вас какой-то большой, крупный, нечаянный интерес, и был какой-то разговор, может быть, даже скандал, выяснение отношений с неким червовым королем. И он был к вам со своим интересом. Разговор был либо через, либо за его интерес. В ногах вы были со своим интересом к этому самому червовому королю в ранней дороге, но и злились сильно-сильно, раздражались на этого самого червового короля. Либо будете злиться, либо злитесь сейчас. Это у нас в ногах. Скорее всего, сейчас на него очень прям сильно злитесь, хотя он вас и интересует. Что было? Некий казенный король и переживания за свои чаяния и надежды, плюс могло быть еще плохое самочувствие. Либо если, например, у вас есть какое-то свое дело, бизнес, блог, например, YouTube канал, какая-нибудь социальная страница, да, именно рабочая, которая приносит вам денежки, то здесь вы переживали за это дело. Также у нас в прошлом был разговор с королем червовым. Если вы вхожи в его дом, то разговор был в его доме. Если нет, то в принципе просто разговор с червовым королем. И также в прошлом, опять же, червовый король собственной персоной и дама трефовая тоже у нас в прошлом была. Что будет теперь сторона будущего? Вы со своими любезностями к червовому королю. Будет у вас с ним встреча, свидание. И, скорее всего, в этой встрече, в этом свидании вы узнаете какие-то сплетни, новости, интриги неприятного, некрасивого характера, плюс будете раздражаться еще и на себя, и на короля червового. Также у вас в будущем будет разговор с дамой трефовой, и она разговор с дамой трефовой, да, и король червовый будет к вам со своими хлопотами. Также у нас в будущем дама трефовая к вам со своими хлопотами, и через ее хлопоты вы получаете какие-то новости, какие-то известия. И основная линия недельки, смотрите, здесь злость большая, сильная, такая лютая на
дальнюю дорогу, либо на будущее ваше, и будете очень сильно злиться еще и на короля червового. Он к вам со своими любезностями, дама трефовая к вам со своими любезностями, но вот что-то вас все равно не устраивает. Итак, для вас король червовый к вам со своими любезностями и разговор с дамой трефовой. Разговор какой-то прям большой, крупный, решающий. У кого-то это ссора, скандал, выяснение отношений, у кого-то просто это очень важный, нужный для вас разговор. Для дома злиться будете, раздражаться очень сильно на хлопоты дамы трефовой. Она вроде как к вам со своими хлопотами, вы к ней со своими чаяниями, надеждами, но как бы то ни было, злость на нее есть. Но смотрите, если вы практик, эзотерик, занимаетесь какими-то, может быть, магическими практиками, да, эзотерическими, энергетическими, в общем, всякими разными, то здесь вполне возможно, что будете заниматься, либо гадать, вот, да, для дамы трефовой. На сердце вы содержите встречу, свидание с королем червовым, но почему-то все равно злитесь, раздражаетесь на короля червового, либо содержите на сердце какие-то новости, какие-то известия, которые вы получили от короля червового, и на сердце у вас еще и любезности дамы трефовой. Что было? Скорее всего, какие-то вопросы вы решали в неком казенном доме с бумагами, связанными с будущими какими-то периодами, какими-то, может быть, планами, какими-то маркетинговыми, не знаю, задумками, проектами и так далее и тому подобное. В общем, что будет? Дама трефовая, собственной персоной. И в ранней дороге, опять же, король червовый, и получаете, не получаете, а именно с ним какая-то будет встреча, опять же, свидание. В общем, дама трефовая и король червовый в будущем ожидают вас и ваши, так сказать, аудиенции. Что на пороге вот-вот. Получите какой-то большой, крупный, нечаянный интерес через интерес короля червового и дама трефовая собственной персоной. Успокаиваетесь вы неким казенным королем, либо опять же у вас есть бизнес, блог, какое-то свое увлечение, может быть социальная какая-то у вас активная страничка. В общем, успокаиваетесь вы вот какими-то своими вопросами, проблемами. Так, второй вариант. Смотрим вас, и заходите вы в период с какими-то переживаниями, эмоциями, ну, достаточно, наверное, положительными, судя по девяточке, и какими-то внутренними собственными разговорами и переговорами с самой собой. Также здесь были эмоции, никуда от вас не уходят, связанные с неким казенным королем. Кто такой у нас казенный король? Это адвокаты, юристы, полиция, нотариус, военные и так далее и тому подобное. И некая дама бубновая тоже здесь же. Также здесь была злость, раздражение на свои чаяния и надежды. И в ранней дороге опять была дама бубновая. Если вы, например, практик, эзотерик, занимаетесь какими-то энергетическими, магическими, эзотерическими практиками, то даже вот гадаете на картах, смотрите, то здесь могли заниматься именно такими вещами, за какие-то свои чаяния и надежды смотреть, просматривать и практиковать. Итак, двоечки, теперь смотрим вас. На сердце у вас вы, разговоры с самой собой под сердцем, любезности некого червового короля в голове. Ваш партнер, он к вам со своими любезностями, со своими чаяниями и надеждами, и вы к нему тоже со своими любезностями. В ногах злость, раздражение на хлопоты червового короля, червовый король к вам со своими хлопотами соответственно, и ваш партнер, бубновый король, тоже у вас в ногах. Что было? Получили вы какой-то большой, крупный, нечаянный интерес через интерес короля червового, но как-то ставите этот интерес все-таки для себя пусто, либо этот интерес короля червового вам не дает того, что вы хотите, что вы желаете. Также в ранней дороге у вас был разговор с королем червовым и разговор с вашим партнером королем бубновым.
через хлопоты вашего партнера короля Бубнового вы получили какие-то новости, какие-то известия в прошлом неприятного, некрасивого характера, либо просто хлопоты вашего партнера вас как-то злят и раздражают. Что будет? Будет у вас разговор с вашим разговор с самой собой. Почему разговор возникнет? Потому что узнаете какие-то новости, какие-то известия получите. Вот они. Разговор будет очень важный для вас, нужный, либо такой решающий. Также у нас в позиции будущего встреча, свидание с королем Червовым. И еще у нас в будущем некий казенный король в ранней дороге и король Червовый. Также что тут может быть, что короля Червового вы видите таким достаточно благородным человеком, ставите для себя достаточно благородно. И если есть собственный бизнес, свое дело, блог, неважно какая там социальная страничка, да, в соцсетях, именно открытая, которая приносит вам какую-то прибыль, либо это ваша работа, то здесь тоже будете заниматься именно этим делом. И основная линия недельки, смотрите, в ранней дороге будете хлопотать, скорее всего, за дальнюю дорогу, либо за свое дальнее будущее. И некий червовый король, вот он собственной персоной на протяжении всей недельки будет таким основным лейтмотивом для вас все-таки звучать. Итак, двоечки, для вас в ранней дороге ваши же хлопоты, и через свои же хлопоты вы получите какой-то большой, крупный, нечаянный интерес. Для дома разговор с королем Червовым, он к вам со своим интересом и собственной персоной. На сердце вы содержите чаяние и надежды вашего партнера, короля Бубнового, свой дом, собственно себя и какие-то переживания, злость, раздражение на себя. Собой вы как-то вот недовольны, либо вы получили какие-то новости, известия, опять же, за себя, за свою персону, и опять же переживаете, злитесь и раздражаетесь на это дело. Что было? В ранней дороге ваш партнер, король Бубновый, к вам был со своими любезностями, и через его любезности вы получаете какие-то новости, какие-то известия. Что будет? Вы будете со своими любезностями в ранней дороге к некому королю Червовому, и будет у вас с ним встреча, свидание. Что будет у нас на пороге? Вот-вот король Червовый собственной персоной, с ним разговор, тоже важный, нужный для вас, может быть разговор, скандал, может быть выяснение отношений, может быть просто какой-то решающий разговор, но, видимо, он не принесет каких-то результатов, которые вы ждете, на которые вы надеетесь. Как-то пусто вы этот разговор для себя ставите, успокаиваетесь вы злостью, раздражением на хлопоты короля Червового. Если вы, например, практик-эзотерик, то здесь вполне может быть, что успокоитесь вы какими-то энергетическими, эзотерическими, магическими практиками, связанными с королем Червовым, либо на короля Червового, либо за короля Червового, у кого как проиграется. Так, дорогие мои, это был расклад для второго варианта. Я желаю вам самое главное, конечно же, здоровья в данной сложившейся обстановке. Берегите себя, любите себя, цените себя, балуйте себя. Это была Старта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. А я с вами прощаюсь. До встречи. Увидимся. Третий вариант. Смотрим вас. Заходите вы в период с какими-то собственными хлопотами за свои какие-то увлечения, либо за свою любовь. Также здесь какие-то дела, связанные с финансами, с деньгами, достаточно крупными суммами, либо документами финансовыми, и хлопоты, связанные с работой. Там, либо какими-то вашими социальными вопросами, да, делами. Там вы получили какой-то большой, крупный, нечаянный интерес. Также здесь есть раздражение на какую-то дорогу, такую ближнюю, да, какую-то недалекую, в том смысле, что это было
расстояние достаточно короткое, и опять же интерес, работа, связанная с социумом, какими-то вашими деловыми вопросами, обязанностями и так далее. Итак, троечки, смотрим вас. На сердце у вас какие-то пустые хлопоты, либо это какие-то неудачи, то, что не получилось, и то, что вас беспокоит. Под сердцем, скорее всего, все-таки это работа. Какие-то вопросы, связанные с работой, либо с тем делом, которым вы занимаетесь. В общем, то, что приносит вам удовлетворение, удовольствие и некий доход. В голове у вас разговоры, связанные, опять же, с какими-то деловыми вопросами, и разговоры, связанные с неким бубновым королем. Партнером я вам назначила короля трифового. Он в этом раскладе у нас не выпадает. Это о чем говорит? Либо третий вариант, выбрали те, у кого нет партнера, либо выбрали те, у кого отношения с партнером на этой недельке ходят вообще на какой-то дальний план. Но вот разговоры с неким бубновым королем у вас будут, и хлопоты, связанные опять же с работой, с социумом, с какими-то бизнес либо рабочими вопросами. Кто такой бубновый король, решать вам. Если это третье лицо в отношениях, то это вполне может быть он. Но вы об этом знаете точно и конкретно. Если нет, то кто угодно, коллега по работе, друг, брат, сват, отец и так далее и тому подобное. В ногах у вас злость на короля бубнового. Все это в ранней дороге. И интерес, связанный опять же с работой, с социумом, с какими-то деловыми вопросами, разговорами, переговорами. Сторона прошлого. Что было? Получили вы какой-то большой, крупный, нечаянный интерес в ранней дороге, опять же связанный с работой, с социумом, с бизнесом. Также в прошлом у нас некий казенный король и король бубновый к вам со своими хлопотами. И от короля бубнового вы получаете какую-то новость и какое-то известие в прошлом. Что будет? Вы со своим интересом королю бубновому, король бубновый к вам со своим интересом, и будет у вас с ним какой-то большой крупный разговор, либо важный для вас, либо какой-то решающий разговор. Также здесь в будущем либо дальняя дорога, вы к ней со своими чаяниями и надеждами, либо это ваше будущее, и вы в своем будущем на что-то надеетесь, на что-то возлагаете надежды, прям для вас очень важные. И также в будущем у вас будет разговор с самой собой, и за этот разговор вы будете переживать, вообще те мысли, которые у вас будут, которые вы будете обдумывать, что-то анализировать, планировать, за все это дело будете переживать. Основная линия недельки. Вы, ваш собственный дом, опять какие-то рабочие моменты, рабочие вопросы и какая-то злость на себя и, видимо, знаете, на ту жизнь, которую вы ведете сейчас, либо на те обстоятельства, в которых вы вынуждены находиться. В общем-то, это вас злит и раздражает. Итак, для вас хлопоты, связанные с работой, какие-то бытовые пустые хлопоты и ваш собственный интерес. Для дома какие-то большие крупные суммы денег. И также король бубновый к вам со своим интересом. Будет у вас с ним разговор, какой-то большой, крупный. У кого-то это ссора, скандал, выяснение отношений, у кого-то это просто важный, нужный, решающий для вас разговор, в котором вы узнаете какие-то новости, какие-то известия. На сердце вы содержите свои чаяния и надежды, свой дом и, конечно, короля бубнового. Что было в разговоре с королем бубновым? Вы получили какой-то большой, крупный, нечаянный интерес. И были еще вопросы, такие достаточно приятные, связанные с работой, с какими-то вашими деловыми переговорами, разговорами, проектами, связями, социальными какими-то вашими активными деятельностью, с вашей активной деятельностью. Что будет? Опять же, интерес, связанный с работой. Будете что-то обсуждать, разговаривать, может быть, сами планировать, фонтанировать какими-то идеями,
креативом и так далее и тому подобное, и будете переживать за себя. Либо здесь в будущем может быть просто плохое самочувствие, недомогание. Что будет на пороге? Вот-вот некий казенный король, связанный либо с дальней дорогой, либо с вашим будущим, но почему-то вы на эту дальнюю дорогу, либо на будущее будете очень сильно злиться и раздражаться. Успокаивайтесь вы с собой и какой-то ранней дорогой. Вот такой расклад у нас получился для всех тех, кто выбрал вариант номер 3. Я желаю вам самое главное, конечно же, здоровья, любви, благополучия, процветания. Любите, берегите, балуйте, цените, заботьтесь о себе и о своих близких. Это была Старта Сантия. До свидания. Всем